Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Тема сегодняшней нашей лекции – это выплата заката. И как мы говорили на прошлых лекциях, каждый дееспособный и совершеннолетний мусульманин, которому является обязательным выполнение установлений шариата, также ему является фардом выплата заката. Необходимым условием действительности выплаты заката, как и в тех случаях, когда дело касается других видов поклонения, является наличие соответствующего намерения у человека, который выплачивает закат. Достаточно, чтобы такое намерение было у этого человека в то время, когда определенные средства выделяются для выплаты заката, и вне зависимости от того, на сколько частей эта сумма потом будет разбита и роздана нуждающимся людям. То есть, если, допустим, человек выделил 2,5% от заработанных средств и отложил их в сейф, либо же на какой-то счет, либо же другое место, и в этот момент намерился раздать эти средства в качестве заката, то вне зависимости от того, на сколько частей эти средства будут потом в дальнейшем разбиты, или сколько человек получит эти средства, это все будет считаться закатом. И каждый раз обновлять намерение не обязательно. Здесь нужно учесть один важный момент, что выделение средств недостаточно для того, чтобы эта обязанность была выполнена. То есть обязательным является передача предназначенных, выделенных, заготовленных средств в руки нуждающихся мусульман. Лишь тогда закат будет считаться выплаченным. Средства заката также можно раздать как самому, также можно передать тому человеку, которому поручено раздавать закат. Еще одним условием при раздаче заката является необходимость, то есть ваджиб, выплате сразу после того, как эти средства были предназначены, заготовлены. То есть при первой же возможности. Не растягивать этот процесс на длительный период. Допустим, если же человек приготовил средства для выплаты заката, но оставил передачу этих средств, сам процесс выплаты заката на целый год, то считается, что он поступил дурно и совершил грех, поскольку закат было велено отдавать беднякам для удовлетворения их неотложных потребностей. В связи с этим выделенные средства для заката желательно при первой же возможности передать нуждающимся людям. В заключение просим Всевышнего Аллаха: «О Аллах, защити раздающих милостыню от трудных испытаний и несчастий, прости их грехи, утверди их веру, приумножь их материальный достаток и помоги им в благих начинаниях». Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость и благословение Аллаха.